Здравствуйте, в эфире новости экономики, в студии Евгений Боженко. Доходность иностранных инвестиций в Россию выше, чем в среднем на мировых рынках, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями Международного экспертного совета, Российского фонда прямых инвестиций и Международного инвестиционного сообщества. Знаю, что вы активно продолжаете работать с нашими суверенными фондами, Российским фондом прямых инвестиций. Мы стараемся с правительственного уровня сопровождать эти проекты и делаем все для того, чтобы гарантировать их надежность и эффективность. Хочу выразить надежду на то, что мы будем и дальше с вами сотрудничать в таком режиме. Будем двигаться в направлении расширения нашего взаимодействия, заявил глава государства. Средняя розничная цена бензина в России за неделю ускорила рост с 1,1% до 1,8% и достигла 42 рублей 3 копеек за литр, следует из данных Росстата. Еще в апреле она превысила психологическую отметку в 40 рублей за литр, после чего продолжила расти. На бензин марки АИ-92 средняя цена выросла на 77 копеек и составила 42 рубля 3 копейки за литр. Марки АИ-95 выросла на 78 копеек до 43 рублей 27 копеек за литр. Марки АИ-98 на 56 копеек до 48 рублей 27 копеек за литр. Цена дистоплива увеличилась на 69 копеек и составила 43 рубля 1 копейку за литр. Проект внедрения карт продовольственной помощи в Российской Федерации отложен на неопределенное время. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Мы давным-давно направили такое предложение, но пока никаких решений по этому поводу приниматься не будет. Тема осталась на рассмотрении. Напомним, что ранее внедрение программы продовольственной помощи малоимущим россиянам намечалось на вторую половину текущего года. Предполагалось, что действие этой программы будет распространяться только на продукцию отечественных производителей и станет одной из мер по стимулированию спроса на их товары. Ограничения в отношении товаров из Соединенных Штатов могут вступить в силу в ближайшие месяцы, заявил заместитель министра экономического развития России Алексей Груздев на Петербургском экономическом форуме. Ранее Россия уведомила Всемирную торговую организацию о намерении ввести ограничения на товары из Соединенных Штатов на сумму в 537 миллионов 600 тысяч долларов. Во столько российская сторона оценила ущерб от введенных Соединенных Штатами тарифов на импорт российской стали и алюминия. Ввести ограничения в отношении американских товаров Россия может в течение месяца после уведомления ВТО. Международный форум в Петербурге – одна из важнейших площадок страны. Она собирает значительное количество экспертов, представителей бизнеса и науки и позволяет определить тренды на несколько лет. Такое мнение высказал глава республики Егор Борисов. Мы ожидаем услышать экспертные мнения ведущих экономистов и политиков о том, какими будут тенденции развития в мире и в России на ближайшие несколько лет, отметил глава республики. Напомним, что в работе форума участвует представительная делегация из Якутии, которой предстоит не только презентовать возможности региона, но и заключить ряд соглашений. Механизмы поддержки инвесторов на Дальнем Востоке помогли Колмару развить производство. Об этом сказала председатель Совета директоров угольной компании Анна Цивилева, выступая на сессии «Дальневосточный прорыв. Как стать лидером роста частных инвестиций» Международного экономического форума в Петербурге. По ее словам, изначально проект не имел такого инвестиционного размаха, как сейчас, но благодаря участию государства механизмов поддержки инвесторов в Дальневосточном федеральном округе стал развиваться. Создание льготного финансирования, льготного налогообложения в территориях опережающего развития и в свободном порте Владивосток позволило нам сэкономить средства и направить их на развитие производства, сообщила Анна Цивилева. Министерство финансов предлагает в 2018 году увеличить расходы на здравоохранение, образование, а также на программу «Доступная среда», следует из проекта поправок в бюджет, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Расходы на программу развития здравоохранения предлагается увеличить на 3 миллиарда 529 миллионов рублей, на программу развития образования на 2 миллиарда 641 миллион, на программу «Доступная среда» на 2 миллиарда 740 миллионов. При этом Минфин также предлагает сократить расходы на программу социальной поддержки граждан на 4 миллиарда 152 миллиона рублей. Тем временем глава Минфина и первый вице-премьер Антон Силуанов заявил о том, что возврата к обязательной накопительной пенсионной системе не будет. Нам надо развивать накопительную систему для обеспечения достойной пенсии. Речь идет о добровольном индивидуальном пенсионном капитале. Такой институт должен быть создан. Этот институт должен быть направлен на дополнительное увеличение пенсионного обеспечения, заявил министр. Минтруд разработает план действий на рынке труда на 2019-2023 годы. Уведомление об этом размещено на федеральном портале нормативных правовых актов. Цель документа – представить комплекс мер, чтобы люди, владеющие так называемыми устаревшими навыками и умениями, не остались без работы, когда на предприятие придут роботы и изменятся технологические процессы. Уверяю вас, что все кризисы на рынке труда происходили из-за того, что происходит на финансовых рынках. Если вводили санкции, то что-то происходило в экономике, а не от цифровизации, отметил министр.
Для контроля за выполнением нового майского указа главы государства Владимира Путина будет создана специальная рабочая группа. Как сообщил помощник президента России Андрей Белоусов, по согласованию с премьер-министром и согласию президента будет создана рабочая группа, где будет два сопредседателя – ваш покорный слуга и представитель правительства, который тоже будет с регулярностью, как это было в случае майских указов 2012 года, собираться и тоже осуществлять текущий контроль. Чиновник отметил, что контроль будет осуществляться на двух уровнях, один из которых – Президиум Совета по приоритетным вопросам в правительстве, возглавляемый премьер-министром Дмитрием Медведевым. Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал подробности о новом фонде для финансирования инфраструктуры. Речь идет о создании фонда инфраструктурной ипотеки. Это будет государственный фонд, который будет вкладывать деньги в инфраструктурные проекты, ориентированные на государственно-частное партнерство. Фонд будет создан внутри бюджета и наполняться из средств, привлеченных за счет выпуска облигаций федерального займа. Через 6 лет фонд может достигнуть 3% ВВП. Правительство страны в ближайшие 6 лет намерено запустить гигантское инфраструктурное строительство дорог, больниц, школ, детских садов и университетов, повысить качество городской среды и обращения с отходами, также увеличить мощность российских портов и так далее. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.